когда он, то есть Агнец, снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им 7 труб. Пришел иной ангел, стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. Дано ему было множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник, который перед Богом престолом. Вознес дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом, и взял ангел кадильницу, наполнил огнем жертвенника, и поверх на землю. И произошли голоса, и грома, и молнии, и землетрясения. Устя, занимайся феей, пожалуйста. Она в таком месте, что не может заниматься феей. Итак, перед тем, как наступает новое дело суда Божьего над Вселенной, да, перед тем, как наступает новый этап мировых событий, происходит открывание последней седьмой печати, которая запечатляет судьбу мира. Вот. И здесь открывается целая череда казней Божьих, которые обрушиваются на непокорную Вселенную в наказание за отступничество. Итак, но предваряет его нечто особое. Сказано, и как он открыл печать седьмую, сделав молчание в небе приблизительно на полчаса. И я увидел 7 ангелов, которые перед Богом стоят, и даны им 7 труб. Так возникает сначала некое такое затишье, краткое некое затишье перед бурей, да, и великим временем гнева Божия. Есть такая точка зрения, что это затишье означает такое последнее распространение христианства, вот последний такой всплеск, да, земного могущества внешнего христианства, которое будет к концу мира, всеобщее такое развитие христианской веры, но это развитие, оно будет не глубоко, потому что вот, как Господь сказал, когда Сын Человеческий придет, он навет веру на земле. То есть все эти внешние успехи миссии или чего-то иного, они будут очень временными, как бы на полчаса, то есть очень короткие. Мы не знаем судеб Божьих, не знаем времен Божьих, поэтому не знаем, сколько длится небесные полчаса. И в это время он видит 7 ангелов, которые перед Богом стоят. Вот у нас перевод не очень точно сказано, в нашем русском переводе сказано, я видел ангелов, которые стояли перед Богом, да? А здесь сказано, которые перед Богом стоят. В чем разница? Здесь упоминается об тех 7 высших ангелов, которые предстоят перед троном Бога. Они упоминаются еще в книге про Давида. Да, есть 7 высших духов, которые стоят перед троном Бога и которые являются верховными распорядителями мира, потому что через них Бог передает свои вещи, да? Они являются повелителями ангельских миров. Вот эти вот высшие ангелы, они стоят перед Богом, и этим высшим ангелам даны были 7 труб. Мы знаем из Слова Божия, что когда Бог спускался на гору Синай, что его сопровождало? Звук, как бы трубы звучали. Да, звучали длиннопроводные трубы. Еще... Да, облако, как ты сказал, да? Вот трубы, они что? Трубный голос, он что делал? Он звал на бой. Он все усиливался, все усиливался. А голос трубы делался все сильнее и сильнее. Вот перед наступлением последнего великого схождения Бога, перед наступлением судного дня, самое дело трубления передается кому? 7 высшим духом. Мы даже не знаем их имена, в отличие от других ангелов, мы знаем конкретно этих 7. Кто может перечислить? Михаил, Гавриил, Рафаил, Силафиил, Уриил, Ягудеил. Архиил, Варахиил. Да. Вот 7 этих 7 высших ангелов. И вот эти Уриил назвали, да? Вот. Итак, вот эти 7 высших существ, они стоят перед троном Бога, и их задача, им выдается 7 труб. Эти трубы, в греческом тексте они называются салпигес, а в еврейском это будет шафар. Такие крутящиеся серебряные трубы огромные. Вот. Здесь трубы, священные трубы, которым возвещается, что
возвещается явление Бога, возвещается объявление юбилея. Вот знаете, был день труб, когда в наступлении Дня труб раздавался трубный голос из Иерусалима, так что было слышно до Хеврона. Все 37 километров грохот был труп, представляете, какой мощнейший. И таким образом наступало время чего? Окончание всех работ, наступало время полного покоя и прощения всех долгов. Здесь же говорится не о наступлении юбилея, а о наступлении войны. Потому что труба должна была также, согласно книге чисел, перед трубой нужно было трубить перед началом войны. Потому что сам себе звук трубы, он является священным звуком. Мы знаем, что сами все колокола, они освещаются тем, чтобы их звон отгонял всякую нечистую силу, улучшал воздухи, прогонял вредоносный воздух, то есть поветрие моровую. А в таком принципе, получается, вот эти всякие там тибетские, вот эти штуки, наоборот, призывают, притягивают рту, Да. там, и так далее. И не такие, не надо них. Ну, подобные. Взять, допустим, вот, просто трубу. Это свет белорусов. Просто трубу, которая вот там в армии, допустим, тоже есть трубы. Да. Если звук труб священный, то Вот их не освещали. всякий же. Нет, вот именно их освещали вот эти То трубы. есть освещали, да? Да. А эти, ну, у ангелов они уже освящены, такое ощущение, что они освящены тем, кто их дал. Вот, высшим ангелом. Вот эти ангелы стоят, эти полчаса, вот это время затишья, то есть время последнего распространения церкви, как мы говорим, да, вот по этой традиции понимания этого текста, когда церковь последний великий миссионерский свой прорыв делает по всему миру, в это время на небесах ангелы поднимают уже звук на своих губах. Во время этого полчаса, вот молчание, то есть вот, кстати говоря, видимо, ссылаясь на этот момент, наше служение начинается с чего вечернее? Всеночное. Вот в молчании. В молчании совершается кождение. В тишине. В тишине совершается кождение, да. Потому что дела Божии, они делаются, величайшие дела Божии делаются в молчании. А вот это, то, что трубы подносят, ну это только знак или это на самом деле будет нечто? В духовном, в реальном мире это будет вполне отражаться очень четко, но сейчас как мы увидим. Не, а вот именно в духовном мире это будет на самом деле трубы или это просто идет... Это некое описание той реальности, которая нами описывается при встрече как труба. Ну, а опять-таки мы знаем, что ангелы будут трубить так, что в конце времен, когда сам будет последняя труба, она будет слышна всему миру абсолютно. Но она будет разноситься на могильными равнинами, как это говорит Иисус. И при этой трубе Бог создает мертвецов. И вот здесь же еще не последняя будет труба. Мы ждем этой трубы. Да. Вот. И что, перед наступлением праздника День Божий, пусть отведи фею туда, пожалуйста. Ань, закрой дверь с ним. Так. Этому сопровождает, перед началом, опять-таки, казни Божьих, после открытия седьмой печати, происходит следующее. Другой ангел пришел и был поставлен у жертвенника, имеющий кадильницу золотую. То есть ангел был поставлен. Он не сам стал, он был поставлен на это место, имеющий золотую кадильницу. Ему даны были благовония многие, чтобы он дал молитвами всех святых на жертвенник золотой, который перед престолом. И взошел дым благовоний молитвами святых из руки ангела перед Богом. И взял ангел кадильницу, наполнил ее из огня жертвенника и бросил на землю. И сделались громы, и голоса, и молнии, и землетрясения. Второй акт – это великое кождение, которое совершается перед субботой. Как у нас, да, на Пятидесятничестве? И перед литургией, говоря, совершается великое кождение. И начало великого дела Бога. Когда священник обходит, да, и диакон обходит, скажет с ладным весь церковь. По 9 часов не должно в это время, должна быть тишина. Как бы перед вечером там тоже 9 часов. Да. Перед литургией 6, наверное, хотят. Слушай, что смысл этого, что Господь носился над водами? Да. Но действие, да, ну все правильно, это дело Божие, так ведь? Ну да. И здесь тоже дело Божие. И перед этим делом происходит великое кождение, да? Кождение имеется не то, что там реально там благовоние, хотя там благовоние есть определенное, духовное. Вот. А, кстати, вот насколько это соответствует вот, нормальной практике, когда вот у нас сейчас постоянно происходит поскамидия во время часов? Нормально. Нормально? Да. Она не положена, она может в любое время происходить. Она не положена, потому что слушать прям.
Вечернее время получается, да? Вечернее время. Скорее идет с утра всегда. А что вечером происходит? Жертвенника? Ничего не, там иногда читают записки, вспоминают. Хотя вот это неправильно. Хотя, с другой стороны, надо помнить, что маленькие просрочки не предусмотрены служебником. Не пересмотрел. Да, маленькие просрочки, которые нас раздают, они не являются родственным изобретением, не предусмотрены никаким отношением. То есть вот то, Вообще что не знаю. упоминают, там говорят, что вот там вынимают частицы. Да, из них вынимают частицы, да, но от этого вообще должны, в принципе, все частицы должны выниматься из двух процессов. А какой смысл тогда вот то, что приходит нынче сейчас в христиан православный храм? Вот у нас как бы там дается записка, и после того, как служба прошла, дают припросфору своим частицам. Просфор она освещался вот через внутрь частицы, да, но в принципе раньше просфоры их не отдавали. Они Сами люди приносили. Они приносили, да, они шли на питание бедным, ничего не шли. А тут Да, у вот. нас все вернулось в обратную сторону. Да, здесь смысл какой-то есть или это просто что-то, ну, Ну, такое? просфор это священное, надо благословенно Богу, может, правильно? Итак. И другой ангел пришел и был поставлен жертвой, имеющий кладильницу золотую. Какой жертвенник? Идет речь о том, что Иоанн видит нечто подобное скинии, которая была на земле построена. Как известно, скиния, она имела несколько жертвенников. Какие жертвенники? Вроде несколько. Курение. Два. Жертвенник курения и жертвенник жертвосожжения. А требование то, чтобы был один жертвенник. Как здесь? Жертвенник, на жертвенник курения приносили только курение, но никогда не приносили всесожжение. А, то есть он просто назывался жертвенником? Нет, жертва курила, только в Номифе жертва фимиама происходила, а другая жертва была. У нас некий аналог этого жертвенника есть это когда то, что делается во время, например, перед Пасхой, там, да, когда ставят около плащаницы вот эти. Стационарная кадильница, вот некий аналог этих жертвенных курений. Вот. На этом жертвенники выносили курение каждый вечер, каждое утро. Отсюда наш обряд вечернего утреннего ускорения фимиама перед Богом. Вечернего. Да, на густой волдах, утреннего на честнейшем. Но первообраз находится на небесах. Причем интересно, что ангел, он приходит к жертвеннику курения, имея кадильницу золотую. То есть у него в руках еще кадильница есть. Почему? Дело в том, что золотая кадильница упоминается. Вообще кадильница упоминается в Священном Писании в одном единственном контексте. Кадильница, с которой была дана Моисеем Аарону, когда началось поражение израильтян, кто начал готовить против Бога. Моисей сказал: возьми кадильницу, насыпал фимиама и стань между мертвыми и живыми, потому что началось поражение. И стал Аарон, и прекратилось истребление израильтян. Он стал между мертвыми и живыми и прекратил гибель. Вот кажется, здесь ангел стоит, получается, стоит с кадильницей, зачем? Чтобы произвести разделение между верными Богу и неверными, да? И именно на это направлена молитва святых. И правильно, когда диакон там или священник отходит, и в Да. одной стране все встают. Да, да. Угу. Я видел много раз с разных сторон становились. Ну, это Ну, не зависимость от количества. Но суть очень именно та, что каждый он как раз отгораживает как бы обволакивает, да, человека, охраняя его. И вот ему были даны благовония многие, чтобы он молитвами всех святых их на жертвенник дал. На жертвенник подобие Христу. То есть ангел служит посредником и переносчиком молитв святых. То есть мы знаем, что руками ангела молитвы святых возносится на небеса. Вот здесь в Писании одно из обоснований этих слов. Кажется, вот это вера церкви. Вот, и здесь вот как раз ангел, он приносит эти молитвы святых, которые символизируют этим ладаном, но они в духовном мире имеют некий аналог ладана, благоухания. Действительно благоухающие молитвы. Вот, причем благоухание бывает достаточно сильным, что оно проявляется как физическое благоухание. Вот почему, например, святыни благоухают их тела? Мощи, да? Скажем, благовоние молитв твоих, да? Даже Топаев в стихе поется, осветило тебя. То есть молитва святых, она преображает их тело, так что благоухание молитвы, она пронизывает все тело человека. Ну, так что эти слова, они, хотя и образны, но не совсем. Есть духовное дыхание Духа Божия, которое способно изменить человека, которое действительно может проявляться во мне, он ощутимо становится.
Ну, батюшка. Садись. Ну, что ж. Да, это как лучше спать. Давай. И вот и зашел дым благовоний молитвенных святых из руки ангела и Бога. То есть молитва святых, они как благовония, стоят перед лицом Бога. И таким образом и во исполнение этих молитв ангел взял кадильницу и наполнил ее из огня жертвенника бросил на землю. Таким образом, о чем молитвы святые молились? О наступлении кар для земли. То есть у нас часто думают, что святые молятся только там, только что все хорошо было, что все было замечательно. Некоторая ошибочка. Мы знаем из Апокалипсиса, когда мученики молились о каре, да, о наказании беззаконников, без злодейства. И вот по молитвам всех святых огонь берется с небесного жертвенника, бросается на землю, и сделались грома, и голоса, и молнии, и землетрясения. То есть имеется в виду наказание уже после воскресения мертвых, да? То есть об этом? До. Еще происходит до. До наказания. До воскресения. Какой смысл вот молиться, чтобы, ну, как бы наказание, вот, чтобы... Чтобы были или вразумлены те, кто может быть вразумлен, или покараны те, кто еще не может быть вразумлен. То есть, чтобы они еще больше не впали, да? То есть, да. Такой смысл. Причем интересно, Андрей Кисаревич толкует, говорит так. Ангел, став на таком жертвеннике, приносит его молитву, подобно фимиаму к Богу, молитвы святых, в которых они просят, чтобы по бедствиям, поражающим при всемирной кончине, были ослаблены мучения нечестивых и беззаконных людей в будущем веке, чтобы своим пришествием он наградил потрудившихся. На это он указывает в последующем. Итак, золотой алтарь же, золотой жертвенник, который они видят, это Христос, образ которого был показан Моисею на горе. Он является золотым жертвенником кадильным. Почему? Потому что от него благоухание Святого Духа наполняет вселенную. Да? Он источник духовного благовония, он источник духовных ароматов. Вот. И из него Дух Божий изливается на весь мир. И происходит, и сделались грома, и голоса, и молнии, и землетрясения. Здесь как раз-то Андрей Кисаревич говорит, что этим означает ужасы, которые будут перед кончиной мира. Потому как на горе Синай эти же феномены, грома, голоса и молнии, и землетрясения, они устрашали, приводили всех к обращению к Богу. Вот. И этому служат, вот этим карам, как говорит дальше Андрей Кисаревич, служат ангелы, подобно врачам, которые делают прижигание, хирургические операции, да, для того, чтобы людей вылечить от заразы греха, которая на них наросла. Итак, наступает время кар. Ну, так получается, что все-таки вот больше людей обращаются к Богу, когда видят эти все бедствия, или все-таки озлобляются? Потому что, например, я видела западную реакцию на, читала просто события 11 сентября, там большая часть как бы это все-таки недоумение, как мог Бог такое как допустить, значит его как бы либо нету, либо он плохой, либо еще что-то. То есть в каком здесь обращении? Ситуация очень простая. Те, кто обращается, не пишет. Что-то не так. Просто нет, даже если не пишет, их просто не допускают этого. Все очень просто. То есть их процент неизвестен. Конечно, известен, но не нам, скажем так. Ну, В 2 центрах он известен. Мировых. Очень высокого, очень низко. Как пел некто, на самом главном не пишет в газетах, а главное молчит телеграм. Рычков абсолютно правда это говорил. Так что судите о голосе общественности по публикациям средств массовой информации бесполезно. ну да, скорее публикация формирует голос общественности. Да. Вот. И 7 ангелов, имеющих 7 труб, приготовили их, чтобы они протрубили. То есть ангелы прочистили трубы и подняли. Вот, на некоторых фресках изображается, что ангелы в велении Бога появляется рука Божия, и ангел поднимает трубу. Очень красивые средневековые такие фрески с запахом. Стоящие 7 духов, которые надплывают, и рядом идет огненный град. Это огонь, который идет с небес, да, вот огонь кар Божьих. Я еще видел на шпиле ангел с трубой изображается. Да, но нет, ангел твой на шпиле, да, в общем, например, это все-таки последний ангел, последний труп.
Седьмой ангел. Да. Трубой, который возвещает конец мира. Библия. Итак, В Рязанском Кремле там такое. в общем, вкусно тоже, да. Итак, первый ангел протрубил, и сделался град, и огонь, смешанный в крови, был брошен на землю. И треть земли была сожжена, и треть деревьев была сожжена, и всякая трава земная была сожжена. Так, первая кара, она была подобна каре египетской. Если мы с вами вспомним Священное Писание, книгу Исход, 7 главу, мы там увидим, что одна из казней была казнь градом. И сказал, 9 глава Исхода, и сказал Господь Моисею: простри руку твою к небу, и пойдет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, и на всю траву полевую земли египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле. И послал Господь град на всю землю египетскую. И был град и огонь между градом. Град весьма сильный, так какого не было по всей земле египетской со времени населения ее. И побил град по всей земле египетской все, что было на поле, от человека до скота. Всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал град. Только в земле Египтян, жили израильтяне, не было града. Итак, вот то, что было раньше, как бы отрепетировано на земле египетской, теперь падает на всю планету. Причем происходит град не просто, да, он кровавый град падает. Кстати, вот просто была какая-то передача, показывала один из последних самых сильных вулканов, который был в извержении. И они говорят, что как раз близлежащие земли, именно это самое на них и падало. Значит, это вот вылетающая, значит, это какая-то там оплавленная лава, да, то есть это огонь вместе с градом и пепел. То есть вот именно так, как вот написано. Будет еще сильнее, на самом деле, сказано, град смешан с кровью. Что значит кровь здесь? Настоящая кровь человеческая. То есть это вот люди, которые Нет, просто будет лить с неба кровь. с неба кровь. Да. Чья? Человеческая кровь, створенная Богом. То есть будет специально сотворенная Да. кровь для этого. Да. Да? И тот самый град, о котором... Даже так вот представить. Вот. Причем интересно, если чудо в чуде, да? Падает град, лед, холодный вроде, да? Огонь. И между ними огонь, Это как очень много, было в такое Египте. вместе. Нет, вот там как раз град и огонь шел. То есть в Египте было одно и то же самое. Кстати, в этом, у Папирус Пиера упоминается, потому что тоже град и огонь между ними был. И действительно, в гробнице позднего Среднего Царства они сожжены, оказывается, все сожжены из-за пришедшего огня. Их содержание, как копченые все спасались. Вот, и как раз такая кара будет упорно обрушена на землю первая. Бог обещал, что у него есть некоторые сокровищницы из снега и града, о которых спрашивал Иова. Ну вот мы будем говорить. И были ли в тех сокровищах града и снега, и в сокровищах града видел ли ты? Дальше он поговаривается, которые я берегу на день войны и битвы. Какие? Вот на вот этот день вот великого Бога, великой битвы. Итак, первая казнь, которая идет от трубы ангела, это казнь огня, града и крови. Так. Итак, здесь же, так, выйти отсюда, ой, попробуй только все еще появиться. Град оказывается, что указывает, говорит Андрей Кисарийский, то, что наказание это придут с неба, огонь с кровью на разорение городов и на все времена от рук ваших происходящих, на пожары междоусобицы, которые, как мы видим, убиваем бывает не менее третьей части земли. Вот. Но и здесь же сказано, что будет реальный град, который будет выжигать деревья, траву и так далее. Все будет, вся растительность будет подвергаться как раз вот такой великой каре. Здесь написано, Да. что треть из этих деревьев Да. и вся трава. Да, То есть на самом деле так, Да. вся трава сожжена, да, и останется только 2/3. да. Потому что кислорода не будет. Кислород трава дает, по большей части. Ну, Дело в том, поменьше будет, скажем так, холодильник. И вот, Люди без понятия. да, Тут все от огня за это ну, сильно помочь, мне кажется. Так, уйти, еще один раз откроешь дверь, и выпрем. Так, второй ангел протрубил,
И как гора большая огнем горящая была брошена в море. И сделалась треть моря кровью. И умерла третья часть созданий, которые в море, имеющие души. И треть судов были уничтожены. Итак, второе наказание падает на море. Море, с одной стороны, это море житейское, да, но здесь идет речь, в прямом буквальном смысле идет речь о том, что в море упадет некая великая гора. Ну, сказать, что метеорит, конечно, прямое описание метеорита. Да, конечно. Почему гора? Метеорит и гора. Большой. Не сказано, что земная гора, да? Ну, с неба же сброшено, откуда вообще? Ну, все творение. Гаражи в камне. Гора-то на Марсе гора, на Земле гора. Да. Метеорит, да, значит? Да. Большая гора, пылающая огнем как раз. Ну, вот описание самое типично совершенно. Представляете, падение метеорита, причем оно не просто падение, он просто привел к цунами и все. Вот огромный метеорит. Метеорит как нет, он приведет к чему? Он сделает так, что третья часть моря сделает в кровь. Это будет как раз неестественное дело. То есть море само превратится в кровь, подобно тому, как в кровь превратился Нил в свое время. Когда река Египетская стала кровавой. Ну, может быть, сравнение. Кровь, например, черная бывает, когда у нас вот. Ну, я не думаю, что это сравнение, потому что в Ниле была реальная кровь, по крайней мере, египтяне так считали. А вот почему треть моря в кровь? То есть она все равно смешается с водой, то есть как бы зачем вот именно треть? Потому что, чтобы наказать людей, неверующих в Троицу. То есть такой Да. символизм есть в этом. Но Да. они явно не догадаются, что именно за это. Да, и то, что треть окрасилась, Мгм. тоже не знаю. Вот. И таким образом будет еще разрушена и система вот, да, цивилизационная. Цивилизация будет начнет рушиться, да, потому что уничтожится третья часть всех судов, которые в море плавают. Ну, кстати, цивилизация, оказывается, вообще наш сейчас очень легко разрушить. Вот буквально 20, у нас какого, 5 на 6, да, было цунами вот это Да. вот. А 27-го, оказывается, в сторону, это, ну, не знаю, может быть, вы слышали, с Земли был выброшен огромный поток, там, частиц, просто частиц электромагнитных, в результате чего чувствительные приборы, например, просто отказали во всяких там обсерваториях и прочее. Они говорят, если еще чуть-чуть посильнее, то вырубятся все электромагнитные носители, все пластиковые карты, значит, тут же это обнулятся, у нас- да, все банковские счета, в общем, все, что только можно, придет просто вот У нас на работе ноль. как раз Чуть вот посильнее. то, что ты рассказывал, на работе у нас оказалось 2 винчестера жестких полностью. Вот именно это. 27-го, да? По-моему, 27-го. Вот мне недавно рассказывал парень. Угу. Ну, такая штука. Так что наша цивилизация такая. Кипка очень есть, так себе гордыня такая. Это очень смешная вещь. Несколько секунд и никакого мирового порядка. Да, поэтому, когда начинают там паниковать, там говорить, ой, там как там страшно будет. На самом деле. Просто привязанность такая к земле идет, как бы. Мгм. Забывается о том, что не ограничивается возможность Бога только тем, как люди приходят к власти и там управляют другими. Мгм. Вот. Андрей Китайский здесь видит также и символическое толкование, что вот гора Великая, которая будет брошена в море, означает выпускание последнего врага дьявола. Выпускание? Да, освобождение дьявола. Это как великая гора, которая упадет в море для того, чтобы житейское, чтобы залить в море, уничтожить человечество. Залить всю кровь. Итак, и третий ангел протрубил. И упала с неба звезда большая, горящая, как светильник. И упала на треть рек, и на все и на источники вод. И имя звезде говорится Полынь. И сделалась треть вод в Полынь. И многие зли умерли от вод, потому что они были сделаны горькими. На самом деле очень интересная, таинственная вещь, потому что на самом деле просто когда прошла Чернобыльская катастрофа, очень многие люди стали вспоминать об этих словах. Я не думаю, что имеется в виду сама эта Чернобыльская катастрофа под именем Полыни. С другой стороны, она имеет отношение прямое, я думаю, к этому тексту, потому что сейчас любая крупная ядерная катастрофа будет называться как? Второй Чернобыль, очевидно, совершенно. Вот как он так и будет называться. Да. Вот. И сказано, что произойдет под влиянием как раз этой звезды Полыни. То есть, если имеется в виду ядерное заражение, да? Неизвестно. Ну, возможно. Возможно. Да. И сказано, что воду стали делать горькими, да? Полынными, вредными. То есть вода станет вредной и отравляющей, горькой, отвратительной. То есть изменение свойств воды произойдет в результате вот этой звезды. Воды человеку. Неприятно, да. Да.
И сказано, что многие людей умерли от боли, потому что они сделали горькими. Как и скажут, не скажут, что все, да, но очень многие стали это делать. И четвертый ангел протрубил. И была поражена треть солнца, и треть луны, и треть звезд, чтобы была помрачена треть их. И день не был освящен на треть его, и ночь подобна. А при звуке трубы четвертого ангела казнь упала теперь на мировые светила. А весь космос стал заволакиваться тьмой. Причем таким образом космос, как бы, да, он показывал, что он весь заражается тьмой, идущей от Земли. В мировых масштабах Земля это огромный такой, получается, гнойник, разлагающий, да, всю Вселенную, который заражает всех. Здесь мы видим тоже аналогии с чем? Какой казни египетской? С казнью тьмой. Да. Но здесь как раз еще пока не все. То есть сказано, что будет слабее солнце светить, луна и звезды. Подобные вещи, кстати, происходят, могут легко произойти даже по естественной причине, да, выброс. Почему выброс вулканов и все так произойдет. Не знаю. Вот, например, сейчас, знаете, недавно обнаружено были в Тихом океане группа из 1500 вулканов недействующих, находящихся в небольшом расстоянии друг от друга, которые раньше действовали одновременно. Здесь 1500 вулканов сразу начнут работать. Как-то. Очень страшно. Вот. Но здесь сказано, что это говорили просто в результате того, что светимость изменится. То есть не сказано, что из вулканов. Мы не знаем почему, мы знаем, что такое произойдет. Как? В руках Божьих, да, это здесь дело ангела. Но люди будут ходить в таком сумраке, да, в сумрачном мире. Окутанном сумраком, потому что мир как бы будет выражать сумрачные души людей, грешников, отступников. Можно спросить? Да. А вот вода, которая держится горько, нельзя выйти. Вот те, кто будет сохранять веру, они могут эту воду верой, Христом преобразить возможность в время? Сказано, Не все. во-первых, сказано, что не все реки да. будут, третий рек. Ну, Да. Вот. А насчет верующих мы знаем, что Господь сам сохранит как ему угодно. То есть, и видел я, я услышал одного ангела, как орла, летящего в середине неба и говорящего голосом громким: увы, 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 обитающим на земле из остальных голосов трубы, 3 ангелов, готовящихся трубить. Ангел возвещает всем людям, что, так что они все слышат, что казни идут от Бога, да, и что следующие казни будут еще более тяжкие, которых ожидают наказание за отступничество, наказание за тяжелый мятеж против голоса Божия. Почему 3 раза восклицает? Понятно, да, 3 друга осталось. Поэтому он и восклицает как раз-то оба страшных вот этих временах. Все-таки получается, что верующие они переживут эти казни или как? Или может быть и так по-другому? Страшно. Кто-то переживет, кто-то нет. Кому как полезно будет, наверное. Да, для души. То есть кто-то, может быть, был неверующим, но в связи с этими казнями он верующим станет. Вот. И вот как бы Андрей Кисарийский словами «горе, горе, горе живущим на земле» показывает сострадание человеколюбия божественных ангелов, богоподражательно сожалеющих о наказываемых грешниках, еще более о тех, которые не справляются язвами. К ним в особенности относится горе, ибо, живя на земле, они думают о земном и дышат прахом, вместо излитого на нас мира, Святого Духа. И для имеющих же жительство на небесах бедствия и страданий бывают причиной получения неувидаемых летов и наград. Итак, и 5-й ангел протрубил. Я увидел звезду с неба, упавшую на землю. Если теперь раньше звезда первая упала в море, вторая на источнике вод, 3 теперь падает на саму землю. С неба упавшую на землю, и был дан ей ключ от колодца бездны. И она открыла колодец бездны, и взошел дым из колодца, как дым печи большой. И было помрачено солнце и воздух от дыма колодца. И из дыма вышла саранча на землю. И дана была им власть, какую имеет власть скорпиона земли. И было сказано им, чтобы они не вредили траве земли, ни всякой зелени, ни всякому дереву,
кроме людей, которые не имеют печати Бога на лбах своих. Дано было им, чтобы они убивали они их, но чтобы они были мучимы месяцев 5. И мучение от них было, как мучение от скорпиона, когда он ужалит человека. И не те будут искать люди смерти, и нет, не будут находить ее. Будут желать умереть, и смерть, и бежит смерть от них. Итак, следующая казнь — это казнь саранчой. Причем не обычный человеческий, да, не обычный саранчой, когда мы видим. Это казнь от неких духовных сущностей. Начинается казнь с того, что Бог посылает на землю ангела, который открывает, посылает на землю ангела, который открывает, да, в виде звезды, который открывает дорогу аду на землю. Ключ, колодец от ада, это выход, то есть разрешение сатаны, которое предсказано в Апокалипсисе на 3,5 года. 3,5 года, вот с этого момента пройдет 3,5 года? Известно, что власть будет антихрист 3,5 года. Насколько будет идти, а сколько же будет идти будет вот это мучение, мы не знаем. 5 месяцев, ну, не знаю, сколько это будет. То есть получается, что антихрист воцарится где-то посередине, грубо говоря, вот этих вот... Да. Конечно. Ну, там же люди как к нему уже пойдут, то есть многие поклонятся. Да. И то есть он как-то их будет убеждать, что он прекратит вот эти бедствия, что ли? Да. Итак, вот колодец бездны — это гиена, как говорит Андрей Каховицкий. Ангел Божий, это вот звезда, это ангел Божий, который выпускает дым исходящих дым, выходящий из бездны, да, означает омрачение, которое пойдет на людей, и физическое омрачение, которое будет сделано с адом, да, связано, и главное духовное омрачение, которое будет нападать на людей. И вот этого дыма, это омрачение выйдут в злые духи, которые в виде саранчи будут нападать и мучить людей. Но опять сказано было, что им не допустят, и Бог не допустит касаться вообще материального мира, кроме как людей, которые не имеют печати Бога на лбах своих. То есть болезнь исключительно духовная получается, или как бы, ну, физическая основа она не будет иметь? С тех, кто не... Ну как сказать, одно с другим связано. Не, ну, связано Будет. как-то. Будет иметь позади физическую боль. А даже четко описывается, да? Им сказано, что они будут причинять вред только одним людям, которые не имеют печати Бога на лбах своих. Печать Бога — что это такое? Мир помазан. Да. Печать Духа Святого. Да. Вот тех людей, которые не имеют этой печати, на них будет распространяться вот эта ткань. Ну, а им возможность будет дана, вот, кто захочет эту печать получить. Ну, конечно же. То есть это еще не конец. Да. Конец будет как Симметром, как раз То есть люди настолько как бы Да. в ипостаси будут, что даже вот их будут мучить бесы, а они не будут как Да, бы... и причем сказано, дано им будет не убивать их, а мы только мучить 5 месяцев. А то есть И Бог, подобно как не дал убить Иова, да, дал ему, дал подвергнуться ему проказе, да, также он попустит, чтобы все отступники, они получили мучение от скорпиона. Представляете, что мучение какое, да? Ну, чтобы вы знали, что как скорпион ощущение у него потом. У человека такое впечатление возникает, что у него внутри утюг горит, во всех членах его тела. Внутренний такой, внутренний ожог непрерывный. И так 5 месяцев, представляете? А люди, которые печать антихриста получили, они, как получается, они еще могут покаяться на земле? В принципе, да. Возможно это, В да? принципе, То есть да. это вот печать, это в принципе еще не конец, если он живой. Поэтому, собственно говоря, и предлагается им, По-разному. предлагается им покаяться. То есть это такое, можно сказать, эпитемия. Что? Ну вот это... Да. Конечно, эпитемия для вразумления. При этом самое страшное будет что? Что в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Я читал описание, что в то время люди там будут вешаться, а веревки будут обрываться. Будут пить яд, а яд не будет действовать. Представляете? То есть смерть не сможет. По верению Бога смерть прекратит убивать людей, тех, которых мучают эти скорпионы. Вот такой страшный, да, казнь? В каком-то этом американском фильме там. В день сурка он пытался с собой это, что угодно сделать, лишь бы прекратился этот день. У него ничего не получалось, он тогда живой оказалось. Все совершенно живой. Страшно тоже мучился от того, что не может умереть. Да. Получилось. И подобие
саранчи были подобны коням, приготовленным для войны, и на головах их, как венцы, подобные золоту, и лица их, как лица людей, и они имели волосы, как волосы женщин, и зубы их, как у львов были. Проходили. Разболелись, народ очень много говорит. Мы тут про саранчу рассказываем. Вот. И зубы их были как у львов, и они имели панцири, как панцири железные. И звук крыльев их, как звук колесниц коней многих, бегущих на войну. И они имеют хвосты, подобные скорпионам, и жало. И в хвостах их власть их повредить людям месяцев 5. Имеют над собой они царем ангела бездны. Имя его по-еврейски Авадон, а на греческом имя имеет Аполеон. Он же Аполлон, да? Аполлон. То есть губитель. Итак, Говорят, красив, как Аполлон. да, как князь бездны, да. Хорошее сравнение, да? И вот, итак, вот эти духи, они будут являться в телесном образе, как кони на войну. Ну, вот действительно, сама саранча, она похожа на коней, только уменьшена, помнишь, да, Юля? Вот. Только единственное, что представьте себе вот такую огромную саранчу, такую, да, с коня размером. Замечательно. Который еще и кусает. Вот. Вот, и у нее человеческое лицо, это волосы женские, золотой венец на голове, хвост, как у скорпионов, таким жалом, да? Ну, там большой. А зубы, как у льва. И брони, как брони железные, шум от крыльев, как стук от колесниц, как множество коней бежит на войну. То есть они будут хвостом, да, жалить? А хвоста как жало, да. Они зубами не будут грызть, они хвостом будут. Итак, и власть увидеть было людям 5 месяцев. Итак, что же означает это? Дело в том, что вот эти бесы, они будут иметь... почему они будут подобны коням? Потому что сказано, с конями сравниваются похотливые люди. То есть они будут своих людей предаваться безумной похоти. У них будет Значит, это образная штука. Она и образная, и реальная, на самом деле. Она будет и образ, и реальность одновременно. На другом совершенно не пересечется. Например, клиент отличает, это образ или реальность? Реальность и образ. И образ, и реальность. Да, образ это какой? Угрызение совести бесконечный, да? И это реальный человек, который это выражает. Как он тарелку видит. Итак, они выходят уже с венцами, похожими на золото. Почему? Они уже победители. Ну, как раз признак бесов, да, что мы якобы уже победили, да, мы уже якобы выиграли. Вот. Поэтому вот с золотым венцом мы идем. Итак, но, как говорит Андрей Кисарийский, эти венцы мы у них отнимем, если мы победим. Итак, женский волос свидетельствует о бесовском сладострастии и возбуждении блудодеянию. Львиные зубы об их убийственности и ядовитости. А железной брони о жестокосердии. Сказано, что уставное сердце жесткое, как камень, да, ожесточившееся. Вот это они будут жестокие, совершенно ожесточившиеся. И шум от мысленных саранчи сравнивается с стуком военных колесниц. Но мы думаем, что по причине высоты и быстроты их, и как говорит божественный Давид, они бросаются на нас с высоты, эти воздухи. Уподобление же скорпионов хвосты их указывает на следствие грехов, порождающих душевную смерть, ибо грех сделанный рождает смерть. Через него же в ходе на людей пятимесячный скорбь, таким образом ограниченный или показывает в сравнении с веком будущим, или, как ранее говорили, в соответствии с 5 чувствами, потом 5 месяцев. А царем же их следует разуметь дьявола, поистине губящего ему покоряющихся. А чтобы с ним вели непримиримую брань, угрожает, говоря, что после всего придут еще 2 горя. И, как действительно говорит ангел, увы, одно ушло, и вот приходит еще 2. Увы, после него. То есть... за горем, который идет, за горем от этих, начинается следующий вид горя, это
горе от 4 ангелов, которые находятся у реки Ефрат. И ангел будет предупреждать людей, что будет наступать время нового горя, да, нового зла, которое обрушивается на наказание за их преступление, на них, за их беззаконие. Итак, и 6-й ангел протрубил. И я услышал голос, один из 4 рогов, голос от одного из 4 рогов жертвенника, золотого, который перед Богом, говорящий 6-му ангелу, который имеет трубу: «Развяжи 4 ангелов, связанных на реке Великой Ефрате». И были развязаны 4 ангела, приготовленные для часа и дня, и месяца, и года, чтобы они убили треть людей. И число войск конницы 2 десятка тысяч, десятков тысяч. Я услышал число их. Итак, я увидел коней в видении и сидящих на них, имеющих панцири огненные и гиацинтовые, и серно-желтые. И головы коней, как головы львов. И изо ртов их исходит огонь и дым и сера. От 3 ударов этих были убиты треть людей от огня и дыма и серы, исходящих изо ртов их. Ведь власть коней во рту их есть, и в хвостах их. Ведь хвосты их подобны змеям, имеющие головы в них, и ими они вредят. Так, 6-я казнь. Что это за ангелы привязаны? Мы сейчас об этом скажем, да? 6-й ангел получает приказ от поступившего, когда поступил он, когда он поступил, то голос от 4 рогов жертвенника, то есть одного из 4 живых существ, одного из серафимов, стоящих, да, у Бога, перед Богом, повелевает 6-му ангелу, который потрубил в трубу, пойти и освободить духов, связанных у Ефрата. И то, что эти слова не означают ничего какого-то аллегории. Дело в том, что действительно мы знаем, что есть черные места. Вот как бесы, они же просили, да, чтобы разрешили им прыгнуть в озеро, да? Вот это. В Генесарецкой. Есть места с бесами. Привет, Игорь. Мам, давай с тобой это будем. Фея, не мешай. Ну, сейчас. Так, А здесь написано, что Славика. Юль, Ну, тихо. не надо будет комментарий делать. Комментарий уходит. это. Итак, и вот эти 4 ангела, А я вот это. это ангелы злые, которые находятся вот у реки Ефрата, То есть это бес. злые духи, да, которые там были связаны Богом, и они будут отпущены в определенное время, чтобы уничтожить треть населения Земли, треть людей. Эти бесы, которые вызывают злобу и ненависть, которые вызывают взаимные сражения между людьми. Некоторые, как говорит Андрей Кисарийский, считали, что эти ангелы это там будто бы благие ангелы. Я же думаю, что это связано пришествие Христова прилукавые демоны, которые по божественному повелению, исходящему от небесного жертвенника, образ которого был в древней скинии, и разрешается божественным ангелам для возмущения народов не только против христиан, но и друг на друга, чтобы через все явились они испытанными, верными и достойными лучших наград, подобно созревшей пшенице, высших обителей и хранилищ, а другие, подобно плевелам, нечестивые и бесконечно грешные, не раскаявшиеся, и здесь справедливые и наказуемые, получили еще более жестокое осуждение на суде. Не совсем понятно. То есть вот эти ангелы Падший ангел. это бесы, которые будут являться якобы они нормальные ангелы. Нет, они отпускаются для того, чтобы начать мировую бойню. Место же, где начнется мировая бойня, находится при Великой реке Ефрате. Чуть похоже, да, ведь? Что именно оттуда начнется великое сражение. И это не случайно, потому что на Великой реке Ефрат находился центр великого всемирного нечестия. Нечесть. Да. Какой? Вавилон. Вавилон. А как же Тигр и Ефрат и то, что там от того места, от расселения пошло, то есть... Да, они бы разбежались оттуда, да. Вот, и здесь как раз-то ангелы, они связаны вот в этом месте, падшие ангелы, чтобы оттуда начать мировую бойню, мировое сражение. И Андрей Китайский говорит, что это сражение, зачем оно будет попущено? Чтобы часть людей
оправдались, да, оказавшись мужественными, а часть людей, наоборот, получили наказание, особенно за то, что за свою нераскаянность. То есть это сражение будет между кем и кем? Между людьми они они организуют всемирные сражения внутренние. То есть люди Пусть хватит бегать. друг с другом начнут войну, да? А вот эти создания, они будут в явном виде видны, или это тоже как бы... Они будут тайно стоять за этой мировой войной. Как это случается, знаете, да? То, что мировая война определяется вот такими тайными событиями. А христианам как себя вести, если они будут вовлечены вот в эти конфликты? То есть, Быть верным Богу. то есть все можно как бы в них и участвовать, в этих конфликтах, да? Но быть верным Богу. Да. Как получается? Ну, тоже такое. Еще добавок интересно, что почему тут сказано, что, а может быть, упоминание Ефрате указано на то, что из тех стран будет антихрист. Кого руки воняют? Есть версия, что антихрист будет рожден не в Израиле, а в районе Ирака и Ирана. Вот в тех странах, где было огромное там поселение евреев в свое время, вот, и где у них где у них там был такой вот внутренний такой центр. Юль, если ты хочешь рассказывать, ну, если не интересно, выйди из Я комнаты. слушаю, мне интересно. Итак, и при этом вот эти люди, которые упоминаются, да, там, это особые виды как бы грешников. Они, я думаю, означают или женонистовых, или скотоподобных людей, или подчиненных, находящихся во власти демонов. Всадники, управляющие ими демонов. Ибо, как обычно, пользуются не только взаимными услугами, но и злыми людьми, как орудиями в наветах настроенных людей. То есть будет огромное количество бесноватых, которые сорганизуют эту бойню. Еще даже количество бесноватых четко указывается. Значит, даже четко цифра, где она была. 2 десятка тысяч, десятков тысяч. 200 миллионов человек. 200 миллионов бесноватых. 1000 на 1000, да, и 10 на 10, и 200 миллионов человек. Это не символ, это реально число. Да, я видел, сейчас мне сказано было число сказано. Представляете, какой бой могут организовать 200 миллионов бесноватых, одновременно включившихся? Аккуратно. Китайцы? Не знаю, по Китаю здесь ничего не было, не сказано. Сказано, что они улики Ефрата, даже скорее похожи на мусульман. Да, похоже, что это не китайцы. Именно не функционально идет. Да, это духовных вещах. А китайцы там в самом конце упоминают только. Есть, да? Да. Итак, Это про Гога и Магога? да. И вот эти люди, Не залезай. они имели на себе огненный гиацинт и серной брони, указывает, полагая на воздушное существо и пожирающее деятельность лукавых духов, убийственных и зверства которых описывается под видом львиных голов. Через час. Вот, то есть они будут как бы огнем там, да, сжигать. Они будут иметь гиацинт, да, и серу, да, они будут людей вот таким образом обжигать их, да, ободурять там, да, как от серного запаха, гиацинт, да, и соблазнять их богатством. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 3-я часть людей. Ибо сила коней заключалась в порту их и в хвостах, их хвосты были подобны змеям, имели головы, и ими они вредили. Смерть прямое сравнение вот с учителем. Да. А вот не может это быть какое-то сооружение человеческое? Нет, это человеческое не Сама сказано. играет. Это не так. Некоторых сравнивали с танками, я знаю. Ну, с чем-то таким, Да, но орудием. змеи, они двигаются. Вот. И поэтому сказано, что хвосты их подобны змеям, имущим голову, ибо конец присутствия деяний, ядовитый грех и душевная смерть. Вот. И вот эти бесы, они будут с ядовитостью внушения, научения соблазнов будут пожигать сердечные плоды, или Божьим попущением они будут производить варварские опустошение городов и кровопролитие, от чего, как мы видим, погибло не меньше 1/3 части земли. Вот, то есть такая глобальная будет война, что в ней погибнет 1/3 населения планеты.
представьте воздействие вот этих огромного количества бесноватых, одержимых людей, которые устроили эту бойню. Мы видели, как в 20 веке, да, какое море крови было пролито как раз этими ордами бесноватых людей, одержимых нацистов, одержимых коммунистов, которые сцепились между собой в голову стали драть, да? Вот, и, кстати, одни бесноватых, других сожрали. Они сами с собой не будут драться, они только будут внешне. Как же, сами с собой будут Что драться? значит, одни бесноваты, других сажать? Ну, а коммунисты сажали фашистов. Ну, здесь же как бы есть еще и примеры. Не все же там были Да нет, Бог использует все по своему плану. Все. Бог использует все по своему плану, как обычно. Ну, я имею в виду простые войны-то, они... Ну, они же не то, что они бесноваты, конечно. Но коммунисты были бы и остались бесноватыми. Представьте, они продолжают проживать замечательные после этого. А то, что они были бесноватыми, это совершенно очевидно. Например, когда общались там с Пятаковым, интересно история была, когда он еще был, когда он рассказывал о своей абсолютной власти, которую может получать, не слившись в партии. Когда говорит, что он незадолго до своего ареста расцвел, говорил, что если ты сможешь отказаться полностью от всех своих взглядов, с этой точки зрения, то ты приобретаешь абсолютную власть, ничем не ограниченной, полностью. Вот. Но при этом должен отказаться от своей собственной личности. Должен слиться с партии, когда он тебе говорит, что это вот это белое, это черное, ты должен это не только сказать, что это черное, да? Ты должен увидеть это черное. Вот. Но говорит, это на самом деле это на самом деле страшная лука, причем Пятаков признавался, что выстрелить себя из пистолета в голову гораздо легче, чем это сделать. Но если ты это сделаешь, и ты сломаешь свое я, ты таким образом станешь бесконечно сильным. Причем тот человек, который с кем разговаривал, он говорил, что у него вид стал страшным, как совершенно нечеловеческим. Просто пример такого обоснования одержимости. Недаром как раз Достоевский говорил же, писал роман «Бесы», да, об революционерах, потому что революционеры действительно одержимы злым нечистым духом. Вот. И это как раз такая вот репетиция последнего массового беснования, которое ожидает мир, захваченный всеобщим хаосом со стороны этих 200 миллионов человек бесноватых. Причем сказано, что они распространяют вокруг себя яд, да, вот, если у них хвосты, которые кусают, то есть их как раз поведение, оно будет отравлять все вокруг, понимаете? Итак, и они имели головы, и ими они вредили. Это очень точное описание. То есть их главный вред будет через голову идти, змеиный. Самый главный вред революционеров идет через что? Не через бомбу, так ведь? Через ум, конечно. Самая главная трава, которую они распространяют. Потому что отсюда и смерть, и убийство, и так далее. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв и не раскаялись в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам и золотом, и золотым, и серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. Фея, уйди отсюда. Итак, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Итак, таким образом Бог лечит, а лечение не оказывается чаще, оказывается не поддающимся лечению. То есть вот эти третье население уничтожено, да? А люди продолжают, несмотря на то, что третье население уничтожено планеты, они продолжают поклоняться бесам, непосредственно, да, заниматься магией. И очень интересная вещь происходит. Обратите внимание, последние 15 лет. Что происходит у нас даже на телевидении, в книгах. Раньше там обычно какие-то были там популярные фильмы в то время. У нас был популярный Нет, ну, там... «Приключения электроника», «Гости из будущего». Ну да. Помнишь, даже американские какие фильмы были популярны там, да? Боевики какие-то, да? Ну, этот Шварценеггер, Ну да, то есть там... Рэмбо. Да, то есть, ну там задача какая? Побить всех там, да, там... Да, вот, и достигнуть там американского счастья, да, там. Коттедж, вилла, да, и так далее. $1 миллион. Украсть $1 миллион, да, и жить. Вот. А сейчас то же самое, только для этого что нужно? Ну, мастер, принеси хорошие. Для этого сейчас что интересно нужно? Обратите внимание. Очень интересно ваша метаморфоза. Сейчас для этой цели требуется всегда почти одно и то же. Не трогай. Вот. По мастеру принеси. Плохо решил. Прекратите. У тебя руки воняют. Уйди отсюда, пожалуйста. Сказал, помойся. Только и говорили, типа.
Вот, интересно, что сейчас для того, чтобы достичь этой же цели, требуется обязательно колдовством заняться. То есть сейчас, например, уйди отсюда. Ну зачем ты ее туда кинул? Зачем бежаешь? А что надо? Мы тихо рисовали. Так, уйди отсюда с Сюда рыбой. придет с рыбой. На. Фломастер принеси новый. Можно? Вдруг ты будешь издеваться, фея? Да. Но если вернуться к разговору, на самом деле, вот успешно при единой помощи прерывается. Вот. Очень интересно, что происходит. То сейчас происходит оккультизация всего. Если, например, ты хочешь достигнуть золотого какого-то золотого тельца, там, да, достигнуть идеала жизни, каким образом достигается? Становишься колдуном успешным, да, и у тебя все хорошо получается, да? Вот, если ты хочешь написать хорошую сказку, главный герой этой сказки должен быть Гарри Поттер, да? Вот, и причем должен быть не волшебник он, а именно колдун, который гадостью занимается. Не добрый волшебник, а именно злой. Ну, разве Гарри Поттер что-то злой там делал? Он колдун, он занимается некромантией, черной магией, даже по сюжету занимается именно черной магией, понимаешь? Использует ее в хороших целях. Черную магию в хороших целях, скажем. А где граница? Вот там даже там все описания, там, то, что он использует там человеческие ногти, там, гной, там, лягушек, там, и так далее. Вот. То есть весь антураж, что называется, который в роли есть, да, это антураж некроманта, черного мага. Не какого-нибудь благого, там, не какого-нибудь хорошего мага, а именно черного, злого, злодея мага, который может якобы в хороших целях использовать. Это вот Герхан Кураев, Андрей Кураев, он заступался как раз за... Да. Ну, в общем, я считаю, не понимаю, зачем заступаться, когда, очевидно, есть вещи интересные, что вот явно совершенно черно-магические вещи, причем говорится, что принцип какой. Раньше говорили, что есть хорошая белая магия, да, добрая, которая добрыми силами действует, да, и плохая черная магия, которая действует злые, там, чародеи. А в Гарри Поттере еще интересно сказано, что есть хорошая черная магия и плохая черная магия. То есть, в логике, видите, идея такое направление идет. Сначала реабилитация магии, которая началась еще во времена Возрождения, что можно там заниматься стихиалями, то есть духами стихий, что там можно заниматься манипуляцией ангелами, такая была, да? Можно, вот, нельзя заниматься только общением с бесами. А сейчас, оказывается, можно и с ними общаться, но только если для добрых целей это используешь, то все отлично, все окей. Вот. И причем сейчас идет, причем идет срежиссированная пропаганда на уровне, каком угодно уровне. То есть любая книжка сейчас, вот, как популярная, она обязательно должна быть приправлена магией, оккультизмом. Даже сейчас проблема нормальный детектив купить. Даже в детективах и то там это зараза полно. Угу. А кто-то у нас Лукьяненко читает. Я читаю. Угу. Нет, вот. Тут где граница? Вот, допустим, «Золотая рыбка», опять-таки сказка, там тоже волшебство, как бы, ну... Не, ну опять-таки, понимаете, ситуация очень простая. То есть в сказке, естественно, так всегда, что есть там, анимационная сказка, там есть некие нечеловеческие силы. Ну хорошо, назвать Гарри Поттера сказкой, сказка о Гарри Поттере. Да, пожалуйста, можешь не называть. Да, ничего не изменится. Будет то же самое сказка Гарри Поттера. Вопрос в том, что в сказках бывают злые волшебники и добрые волшебники. И злые волшебники, они делают зло. А добрый волшебник не пользуется антуражем злых волшебников. То есть пользуется, но это какие-то особо развращенные сказки. Такие и раньше были, на самом деле, но они просто не были настолько популярны. И легла не стеклянные. Вот. А здесь как раз-то в чем интересная вещь, что сейчас все пропитывается магией. И делается с какой целью? Чтобы общение с демонами было нормальным явлением, просто нормальным, обычным явлением, как вот рядовым. Причем ты сейчас ходишь по квартирам, видишь, что чем дальше лес, тем толще партизан, что называется. Тем больше там в любых обычных квартирах совершенно, средних людей, там завешена всякая крутятина, и чем дальше, тем чернее такой тятина. Там прямые, если там помните раньше, кто у нас, тех бесов, да, вешали в машинах, да? Сделанных из капелек. Ну, это люди просто так решили. Вот.
Не просто так считал, что оберегли такими. Ну, может, и было. Вот. То есть сейчас как бы вообще фильм колдунов называется, что там зарядить машину и так далее. Это было в начале 80-х. И вот, и люди, которых, несмотря на все эти язвы, они не отступают от этого поклонения, и при этом и не раскаиваются в делах рук своих, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным и деревянным каменным идолам. То есть люди продолжают кланяться истуканам. Причем подчеркивается, что они начинают кланяться ценным истуканам, да? То есть они кланяются, собственно говоря, чему? Своему имуществу. У них продолжается культ имущества, культ добычи, культ утверждения, что деньги решают все, несмотря на то, что треть населения Земли перемерло уже, да? Вот. А оставшиеся 2/3, они считают, что вот они еще все смогут сделать своими руками. Причем подчеркнуто дело рук своих. Они не рассказывают дело рук своих. То есть они опираются на свои дела рук. Для них главное дело их рук. Как там в интернационале пилот, никто не даст нам избавления, если Бог не царь не делает, займемся освобождением своей собственной Рукой. рукой как раз, да? Прям по тексту Апокалипсиса. Вот. И как раз говорит людей, то, что они поставили вместо Бога себя самих. Вот. И здесь как раз Андрей Царевский говорит так. Ясно из того, что грех постигнет весь мир, и вот среди познавших истины народов преобладают и неистовцы самые разнородные заблуждения. Одни поклоняются идолам, другие твари вместо Творца. А другие, исповедуя свое видение о Боге, делами от него удаляются, окружив себя образами благочестия, силы его отвергаются и работают в мамоне своим серебролюбием, который порицает божественный апостол, говоря о лихаимстве и силослужении. Итак, и здесь как раз-то происходит именно это. То есть все люди оказались замешаны во всем этом и не раскаялись ни в убийствах своих, ни в чародеяниях своих, ни в блудеяниях, ни в воровстве своем. Причем, если мы посмотрим по тексту, сказано, они не покались из убийств их и не из фармакун их, или фармакейон их. То есть они в своих фармакологических делах не раскаялись. Ведь речь о чем? Ну, фармакология — это искусство, на самом деле, издание лечебных трав, да? Изначально. И вообще лекарственных трав. И вот речь об чародействе при помощи лекарств. Потому что наркомании нет. Конечно. Ну, чародейство при помощи лекарств, это в чем разница от простой медицины здесь? Чародейство при помощи лекарств. Ты берешь, используешь лекарства, чтобы выйти на контакт с этой силой. Ну, это снаден, принял. Понимаешь, и все. Налился таблеточек от кашля. И пошел вдруг контактируешь, понимаешь? Это то, что было до потопа, да? Да. Потому что у нас сейчас или превентивчика там вколол тебе. То есть это наркомания, по сути, как бы? Да, это, собственно, мне не сказали, прямо сказано. Чародейство здесь имеется в виду, в первую очередь, именно вот этот способ общения с падшими духами при помощи лекарств, вообще при помощи вот такого общения там. Ну, как шаман там, знаете, не едят там, мухоморов там, и с детством общаются. Потому что галлюциноген выход на контакт с падшим миром. И они не раскаялись ни в разврате своем, ни о крашах своих. То есть как раз комплекс всех грехов, связанных между собой. Блуд, убийство, наркомания и воровство. Но они, кстати говоря, сейчас в реальности обычно все в связочке идут. Обычно наркоманы, они по всему списку проходят обязательно в порядке. Сейчас убийств в прямом смысле, там людей там, да, или аборты всегда, а блуд всегда. Ну, да, есть, конечно, да. Нет, убийство бывает просто на людей взрослых на улице бывает. Это тоже очень часто встречается среди наркоманов. Вот, воровство тоже практически всегда. И, ну, то есть все, весь комплекс он сразу же делает. То есть, таким образом, здесь вся планета, кажется, вот, заражена этим великой заразой или великой смертью, которая отравила всех, и люди не хотят в ней раскаиваться. Несмотря на то, что Бог каким-то таким образом, таким жестоким, да, потрясает их вот, жесткое сердце. Здесь вот на фоне вот этого всего выглядит, помните про ангелов 4, ну, наших отвязных? Да. Что вот они пришли там, начали всех отравливать. Да. Вот здесь в чем как бы эпитемия, вот опять не понимается. То есть вот получается, что еще больше как бы людей искушения, что ли? То есть очень просто, ситуация очень простая. Люди хотят построить мир без Бога, да, хотят коммунизм построить. Царство Божие без Бога. Видишь, что же делает Бог тогда? Он говорит, вот попробуйте.
Вот я вас сейчас пущу падших духов, которые вы кланяетесь. Разрешу им делать то, что они хотят. Посмотрим, как у вас коммунизм получится. Вот здесь надо. Ну понятно. Вы хотели от мира безопасности без меня? Вот вам мир безопасности без меня. Мир безопасности с вашими духами, которые стреляют между собой, да, и Мама, если я... таким образом всякое построение вот, оканчивается вот этим великим внутренним боем таким. А вот еще один такой вопрос. Там вот есть, что вся трава сгорела, Да. и часть деревьев осталась, да? Да. А потом, когда выпущена была саранча, то ей запрещено покушать, ну, есть траву, только вредить людям. Получается, между этими событиями есть какое-то время, Естественно. сейчас как трава уже выросла. Ну, конечно. Конечно. Какой-то уже промежуток такой солидного времени. Солидный, да, может быть, полгода. Ну, не знаю сколько. Тут что, как бы, это не на следующий день. А неизвестно, если не сказано последовательно, сказано, что будет, а какой распорядок нет. Ну, единственное, про срачу сказано 5 месяцев. 5 месяцев такого внутреннего жжения. Замечательно. Ясно. Реальные месяцы, да? Ну и символически теперь ставим. Символически, потому что это мучение, которое касается 5 органов чувств. Аккуратнее, нельзя? Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. А еще такой вопрос. Там вот зачитывает этого мужа, что он сказал про ту скалу, которая упадет в море, что это есть как бы символ дьявола. Да. Вот. А вот слова Спасителя, что Ну, не надо если будете было. иметь веру с горчичное зерно, то скажите горе сии, ведя отсюда. Потому что вот некоторые тут эта ассоциация была, что получается, если ты будешь иметь веру, то можешь отодвинуть дьявола, получается. Ну, такая ассоциация была. Ну, это ассоциация, на самом деле. Потому что Господь говорил о горе гордыни, в первую очередь, конечно. Если не говорить про физическую гору, что, почему примером мы знаем. Вот. Пришла речь о горе гордыни, в первую очередь. Помните, когда апостол, пророк Иоанн говорит, всякая гора да понизится, стрелы Исаии, да? Вот, и всякая долина пусть наполнится, и кривые пути сделаются прямыми, и ухабистые дороги сделаются гладкими, чтобы у Бога был приготовлен путь к готовности. Но гордыня, она двигается верою? Да. И там Или, ну как вот, Доверие в Бога, оно уничтожает гордыню. Бог сам уничтожает по нашей просьбе гордыню человека. вот этой горе было сказано, по ней, вернее, там, не извергнись в море. Да. Это что значит? Это опять продолжение. да, продолжение должно быть. Что То есть там в горе было сказано не просто перейдите, а не извергнись в море. Там. Да. Вот это вот что значит символ, чего это? Все очень просто. Гора уходит к образу мирового зла. В море образ мирового зла. Писание Великой бездны, да? То есть как бы сбросить с себя вот это зло, да? Да. То есть гордость свою. И да, и великое в море. А в море это что? Это место, где тонут все грехи. То есть можно сказать, Бог сказал через пророка Михея, что Он будет не всегда будет гневаться на нас, да? Он борется с беззаконием наше великое море. Таким образом, Он всех людей, кто покается, начистит. то есть это как бы даже как крещение символизирует, да? Да. Очищение. Да, да. Ну, не только крещение, но и покаяние, например, да, как второе крещение. Крещение слезами. Да. Вот. Сегодня мы об этом прочитали, о вот этих 6 трубах, Фломастер. которые будут звучать, да? Потом, после них, на них гнев Божий не останавливается. Там, после 7-й трубы настанет конец мира, но до еще 7-й трубы на мир будет вылиты 7 чаш. Вот на них закончится ярость Бога. В 9 главе, да? Нет, 9 главу мы сегодня прочитали. 8. 8 и 9 прочитали, 7 глав. Вот. А в 10 главе будет говориться о конце мира, о вечности. Предсказании вечности. А потом уже начнется разговор уже о времени Антихриста, будет такая вставка. А потом будет уже идти разговор о чашах, которые гнев Божий будет обрушивать на вселенную. То есть мы сегодня как бы прошли 2 главы, да? Да. Вот, вопрос не по Апокалипсису, а Да. по Евангелию. Там помните, когда разбойнику Христос сказал, ныне будешь со мной на небесах? В раю. В раю, да. Да. Вот что значит вот это ныне? Ведь, ну, как бы Христос, получается, не как бы на самом деле, Христос-то он выводил из ада грешников. И что значит ныне? То есть сегодня? Сегодня. Он прям в тот же день вывел грешников из ада? Да, о чем думаешь?
А вот почему на третий день воскрес? То есть в чем здесь, как сказать? Он воскрес, потому что так сказано. На третий день воскрес, потому что никто не сказал, что он там в обморок свалил. Вот. А надо еще помнить, что Христос еще в раю в то время тоже находил. Своей смерти, знаешь? Ну, потому что он вездесущий. Да. Да, но вот получается, если он вездесущий и в тот же момент разбойник первый в рай, значит он первый из людей, который пошел в рай. Да. А Христос сам, он же тоже имел человеческую Ну, природу. где первый вошел в рай разбойник? Понимаете? То есть не Христос, что ли? Христос уже был в раю. Ну, не рисует. Вечно там пребывал. Христос был в раю Божеством. божеством. Да. Вот, но я имею в виду, Человеческим. человеческим Христос-то не был в раю. Да. Значит, по человечеству разбойник пришел перелей Христа, что в рай. Как получается? Ну не знаю я, чего спрашиваешь то, что не написано в Писании. Мы знаем, что в гробе был, он был плотью, в аду же душой, в раю с разбойником, как Бог, и с Отцом и Духом. Да? Все наполнение, подвергающееся Писанию. Вот если мы знаем, что было так, а вот как подробнее, уж простите, мы не знаем и знать не можем. В смысле, ну да, я понял. Я Хронология событий не про тело спросил, а про душу. Хронологии событий после смерти Господа в происхождении в аду мы не знаем. Тем более мы не знаем, простите, скорость времени и вообще соотношение с временем, которое есть в аду. Надо просто учитывать, что адское время, оно отличается от нынешнего. Очень даже сильно. Знаменитая история была, когда один человек, он выбрал, ему там он как-то очень болел долго, и сказал, что он никак не может выдержать это. Вот, вообще Бог напрасно такой наложил на него столько там, Я сегодня Данил боли. видела на Вот, и на заборе. слушай, и он, значит, сказал, Бог, ангел Божий пришел к нему и говорит, Бог тебе дает на выбор, там, или ты будешь болеть еще 20 лет, или ты, значит, один день проведешь в аду. Говорит, ну, говорит, лучше я один день в аду проведу. Значит, поместил его в ад, Бог поместил его в ад. Через некоторое он тут начал роптать через некоторое время. По его ощущениям прошло уже не меньше там 200 лет. Или 300 лет. Вот он говорит, что ох, еще ангел называется, слово свое не держится всех. Тогда ангел-то приходит и говорит, ну как что-то, он говорит, а что ты врал мне, обещал день, говорит, а то вот уже 30 лет прошло. Хоть 30 лет, говорит, ангел, тут еще час не прошло. Сейчас лучше 23 часа. Тогда он сказал, нет, я уже 20 лет болею. Ну, я вот все равно не уяснил, извиняюсь, еще раз тот же вопрос. То есть, вот Христос сказал разбойнику, что он будет ныне на небесах. Вот душа его, да, разбойника, ныне на небесах. В раю опять. Опять, да, в раю. Ныне будешь со мной в раю. Так. Вот. И получается, судя по этим словам, в тот же день, по человеческому летоисчислению, Да. значит, Христос вывел всех грешников из ада в тот же день. Что это? Не знаю. Так получается, он первый вошел туда, Мобильный? ну, как бы он и был там, и он туда и вошел, и вывел грешников в тот же день, получается. Да. Судя по словам. То есть на третий день просто это было воскресенье. То есть Да. это не привязано к тому, что 3 дня был в аду, и после этого Да. сразу проверил. Я сегодня видела надпись на заборе. Ад, я не могу без тебя. Угу. Ад, может сказать, аналогично. Это у нас так сокращалась аббревиатура Академии Дзержинского. А вообще такое посуждение. Личность и человеческое существо, природа, они, Академия как вот, Дзержинского. ну, Господь, Он спас часть природы, да? Да. Что личность, она была в Боге Сыне божественной. Личности человеческой не было. Была. Человеческая личность. Она же стала быть личностью или человеческим. Я вот читал, Божественная личность, она стала личностью для человека. Для человеческой природы, понимаете? ну, она, получается, стала как бы вот... Одна личность. Существующая в двух природах, и все. Она, поэтому он себя называл «я человек», он говорил «я Бог». «Я сын человеческий», помнишь, он говорил? Да. Сущий. Вот, и он говорил «я начало сущий». Одновременно. Значит, личность. Я читал. Одна личность. Так.
которая своя и для божества, и для человечества. Которая существует и в божестве, и в человечестве одинаково. А там вот как бы, что в человеке, вот человек, и в нем личность, она вне природы находится, человеческой. Ну что значит вне природы? Ну, значит, вот, я потом принесу это. Это у кого это? Это какого-то догматического. А что там находится вне природы? Вот я вот там зачитаю, чтобы не было своими словами. Личность. Вне существа. Ну вообще, есть так ипостась, это конкретное существование. Это самое первое значение ипостаси. Ипостась — это конкретное существование. Ну, не Вот надо малевать ипостась. эту рыбу, некрасиво. Чашки вот. Понимаешь, Конкретно что лишь чашка. красиво. Вообще общее представление о чашках — это природа чашки. Понимаете? Тарелка. Вот. А конкретно существование чашки. Вот это ипостась чашки. Ложка то же самое. Да, вот конкретная ипостась ложки. А природа никакая. Это металлический предмет, предназначенный для там черпания сахара и так далее. Смотри. Вот. Ипостась личные свойства. Ипостась есть конкретное существование. Да, ипостась, подставка, фундамент. Там написано, что три личности вот строятся, Да, вот, три они фундамента. отличаются ипостасными свойствами. Отличаются они ипостасными свойствами, но они не есть ипостасные свойства. Вот помазать. Вот, Антоний от меня отличается ростом, цветом бороды, формой лица и так далее, да? Но это ипостасные свойства Антония. Но Антоний не есть цвет лица, форма бороды и так далее. Он ими обладает, этими свойствами, так? Так, значит, Святой Дух, он вот, Обладает свойством исходить от Бога Отца. и вот придя на человечество, на 50-й день, вот, Господь спас человеческую природу, что освещает тогда сошествие, ну как, не знаю, как сказать. Все очень просто. Христос берет в себя, в свою ипостась, человеческую природу. Он ее очищает в самом себе, да? В одной личности, которому оно стало своей и стало единой личностью и для божества, и для человечества. Одно я, одно самосознание. Но оно и не было разделено. Вот. Собственно, себя не было. Ну, природа была сначала одна, потом стала две природы. Вот. И потом что происходит? Потом происходит следующее. Когда происходит спасение, когда искупительная жертва принесена, когда Господь воскрес из мертвых, прославил природу вознесения нашим человеческую, да, то подобная, вот эта природа, она единосущна нам, начинает к себе другую природу притягивать. Каким образом? Бог Сын от Отца посылает Духа Святого, который отсоединяет со Христом людей, вот, имеющих ту же самую природу, что и Он. И вот, соединяясь со Христом, как бы, делаясь через новое рождение, люди становятся участниками нового человечества. И вот их природа вовлекается в этот процесс нового человечества. И они становятся новыми существами до природы, как Христос. Вот. Таким образом, в себе происходит перерождение их личности, перерождение их природы. Вот таким образом происходит спасение наше. Как понять перерождение личности? То есть к личности, как бы они... Ну, личность способна сменяться. Ну да. Ты был вот раньше вот таким младенцем. Да. Стал вот этим жлобом. Ну, откровенно, что? Ну как? Не поменялся, что ли? Нет, личные свойства даже у тебя развились, да? Свойства-то развились. Личность, как вот. бы... Имеется в виду личность, это больше относится к разуму, наверное, да? Личность — это все. Это и разум, и тело, и душа, и чувство, и воля. Это все личность. Все включено в личность. Можно ли сказать, что личность это есть ипостась, которая себя ощущает? Ну, личность, да, осознающая себя ипостась, скажем так. А ипостась обладающая самосознанием, было бы точнее сказать. Самосознание. Да, потому что есть ипостась, не обладающая Вот самосознанием. животные, они Да. не личность. Не личность. Они не обладают Самосознанием. Сейчас. Алло. Да, Алексей. Я занят, признай папа. Вот, ипостась вообще конкретно считаем, как вот подушка, это ипостась. Природа подушки. Подушечная природа, так? То есть, ну, природа вообще, не существует в принципе, есть ли подушка вообще? Нет, есть только конкретная подушка, вот эта, да? Ну, будет конкретно летающая подушка будет, так? Вот, но она отличается, например, от этих, от других подушек определенный набор свой, да, например, у нее там драный угол есть, он вылезает там. Кто ее продрал, а? Это второй вопрос. Это вопрос к действию двух некоторых личностей, которые тут бегают. Вот.
это вот вообще любое, некое, ну, там, мобильный телефон, там, обычный телефон, это некая природа, то есть некое общее понятие, которое общее для нескольких видов. Понимаешь? Да. Вот. Ну, человеческая Телефонность. Есть природа телефона, природа стола, природа. Причем природа имеет несколько уровней, да? Вот есть природа стола, есть природа дерева, с которого стоит стол. Деревянность, да? Она объединяет больше, как бы, да, большую часть природы. Есть природа какая? Твердое вещество, да? А объединяет еще больше количество, да? Существ. Вот. А есть материальная. Материальность, она еще больше объединяет, так? Вот. Потом тварность, вообще объединяет практически все, кроме Бога, так? Вот. Таким образом, вот, эта природа стола, ее можно в ней соединять, вот эта конкретная ипостась стола соединяет в себе кучу разных планов природы. Но если мы говорим природа стола, мы подразумеваем, что в ней все остальные планы, они уже присутствуют, да, как бы в этом определении. Вот и все. Но вообще природа стола вообще не существует, понимаешь? Также нет вообще человека. Понимаешь? То есть конкретные люди. Есть конкретная природа, существующая в конкретных людях, понимаешь? Единство природы есть, потому что единство, то есть это не случайно какое-то объединение, которое наш мозг производит, или интеллект наш производит. А есть определенная реальность, которая стоит за этой природой, да, то есть, ну, со столом понятно, то есть у него определенные там задачи, там определенные у него качества есть. Вот то есть также человек, есть определенная задача, определенное качество, определенная структура его, когда, природы, которые отличают от других каких-то других природ, да? Вот. Вот и все. А процесс просто конкретного проявления. Процесс может быть обладать личностью, а может быть личность, а может быть и не быть личностью. Ну да, то есть Так же, вот как в записках встречаются одинаковые имена, но каждый из них есть конкретная личность, которая имеет отличие. Каждый из них обозначает Отличное. имя может не быть. Имя может меняться, а личность станет. Например, монахи. Ты до рождения 9 месяцев существовал без всякого имени. И после рождения тебе тоже некоторое время имени не было. Так? До этого времени как тебе не записать так, то есть о рождении. И для Бога твоего имени не было до крещения. То есть как личность существовал. Да, но Бог знал обо мне, несмотря на то, что... Ну да, конечно, он не нуждается в именах вообще. Но, Да. вот, имена нужны нам и Чтобы обозначать, как кого-то отличать. не только, еще для проявления власти и так далее. То есть у них много функций, не только назначений. В частности, одно из главных назначений имен – это установление личностного контакта между человеком и Богом. Поэтому у нас при причастии честно называют свое имя. Интересно, в своем записке, например, пишу какое-то имя, положим там Лена, да, а думаю, двух будет сразу, чтобы начать. Бывает, надо такое напишешь, но человек, а ты же думаешь, что по-другому, тоже как будто... Пиши вторую Лену. Конечно, не написал, там где там закончил. Ну, значит, вторую не помянул, который... Бывает, что не знаешь имени, допустим, человек, вот в паспорте у него одно имя, не знаешь, как его крестили. Там пишешь другое имя. Ну, Бог его знает. Бог знает о ком Бог ты его знает, конечно, пишешь, да. то есть. А вот такой вопрос. Вот есть духовный мир и материальный. Вот принципиально, значит, вот есть такая сейчас волна, как бы, которая, ну, таких якобы ученых, которые говорят, что духовный мир это некая особая материя. То есть, Ну, только это особая материя, вот как надо доказать, что подразумевает особая материя. да, вот здесь мне хотелось бы уяснить, вот когда идет святоотеческие поучения, идут святоотеческие поучения, идет, ну, вообще вот в православном сознании духовный и материальный мир. Вот здесь что подразумевается, вот такое краткое определение под духовным и под материальным? Духовный мир познаваемый умом, и материальный мир познаваемый чувством. Это два разных единицы То есть различия. граница именно в том, насколько мы познаем мир вот чувствами, да? Тот способ, который познается мир, различается от материального. То есть, по сути, можно сказать, что в принципе для Бога такой границы нет, да? То есть вот мы Нет, материальны почему? только потому, что мы познаем этот мир настолько, насколько мы можем. Нет, почему границы есть? Есть мир, который далек от божественной сущности, а есть мир, который ближе к божественной сущности. Но все по своей структуре, скажем так, да? Вот, а мир, познаваемый умом, ближе к Богу по устройству, чем мир, его познаваемый чувством. Но при этом это оба мира стоит на Богу. Ну вот электричество, например. Мы же видим проявление
Но Мы не почему? видим конкретно. Тем не менее, мы видим, материально. он материальный, это отделение чувственных некоторых вещей. То есть то, Чувственно что... постигаемо. Но мы видим то, что постигается чувством. Давай, мам. Тогда чувственно постигаемо и ум постигаемо. Два Тогда мира, да? еще очень... Чувственно постигаемо, то есть то, что постигается органами чувств. Органы чувств всегда постигают не саму сущность, а только эффект от сущности. Так? Я тебя лично не вижу. Я вижу некоторые твои эффекты. Вижу фотоны, которые от тебя отразились, так? Слышу звуковые волны, которые от тебя отошли, понимаешь? Мои рецепторы могут ощущать там какие-то, от твоего прикосновения к тебе, какие-то там ощущения, там, да, давления и так далее. Вот, но это только некоторые эффекты. Не, собственно, я твою сущность не вижу. Но все равно твое тело относится к чувственно постигаемому миру. Я постигаю твое тело, да, твою одежду и так далее, чувственно. Все это материально, то, что чувственно постигаем. В этом смысле. Ну ведь постепенно люди начинают постигать все более и более. То есть как бы нет такого, что отодвигается граница материала. Ну, просто мы что-то материально не знаем. Нет, да? есть вещи, которые принципиально не постигаются чувствами. Вот они относятся к уму постигаемым. Ну это вот Господь Бог, это Нет, ангелы. ну да, души человеческие, да, они принципиально не постигаются чувствами. Этот мир называется чувственно умом постигаемым. Он постигается умом, другой орган познания есть, который А познает. духовные органы, которые в человеке развиваются, через которые он тоже, Да. Господь ему открывает, через которые Ум получается, постигаем. это умопостигаемый. Тот самый ум, который постигает мир. Умопостигаемый. Да. У него есть свои органы чувств. И все. Получается, эти органы чувств, они не относятся к чувственности, они относятся к уму. Конечно. Где различия? Где различия? Вот тоже Ну, как бы на действительно духовном уровне тоже ведь остаются ощущения какие-то. Вот. сложно вот это физическом разделить. уровне. Вот если есть, материализуется, и на например, духовном тоже бедный. остается. Не, ну то есть духовный открытый орган, Ну, через бедствие который это духовный орган, духовное, через с одной который стороны, постигается. вещество, с другой стороны, оно раз и Вот. Нет, материально. вообще ты, они ты, смотрят, ты видишь? Где граница там? Нет, ну давайте так совсем, если мы совсем последовательны, в принципе, материального мира не существует. Тогда купите границы до тоже заколки. Я уже... Так, в принципе, если совсем формально Ну, подойти, потому что заживите. каждое из качеств материального мира, мы говорим, да, оно не материально. Твердость, химизм и так далее, цветность, мы об этом Слушайте, говорим. может, все-таки это проблема тянет. То есть это только в нашем сознании есть вот это разделение? Я вот Нет, это оно понимаю. реально есть, оно заложено, это реальная структура, заложенный Бог, вот и все. Потому оно существует. А исходит оно, все исходит от духовного мира, поэтому в этом смысле она может сказать, что оно все духовное. А по происхождению. Тут непонятно. Ну, очень- Почему непонятно? Вот то, что сказали, последнюю фразу, что материального мира как такового нет, но он, оказывается, есть. Вот. А элементарно объясняю, в чем просто. Это юбка упала. По России элементарно совершенно все. Сущим является только Бог. Все остальное существует поскольку поскольку. Нет, Если сказать в абсолютном смысле, не существует ничего, кроме Бога. А, У хоть нас юбку существует? топик. В абсолютном смысле нет. давай. То что наше существование по причастию. Давай. Подарок по подарку, Творца. Мы существуем, поскольку нам Творец подарил этот подарок. И поддерживает нас подарок. Даже самоосознание Да, могу существования топик тоже. лишь. Вот это мы не существуем, но существуем, потому что это подарок. Мы не существуем сами по себе. Нет, ну вот реально сейчас мы существуем. По силу подарка Бога. Он дает всем людям такой подарок. Да. Вообще всему материальному миру. Всему материальному миру. Но это почему мы нельзя сказать, что мы Прошли существуем? там Если мы сказали бы, что мы существуем сами по себе, то предполагалось бы, что мы сами по себе источник бытия. Ну, сущий, это по сути существующий сам по себе. Да. То есть это Бог. В этом смысле мы не сущие. Мы не сущие, но так как мы сотворены, мы являемся тварями, и Бог все- держит нас своей рукой, поэтому мы обладаем существованием по причастию. Слезть тяжело. Так, ладно. А я хочу. И ну, он не только нас сотворил, он еще и бесов, все. и ангелов сотворил. Вот, и... Все существа, которые существуют по причастию. Правильно, ну вот где тогда различие между теми ангелами и нами, которых он сотворил? Вот здесь в чем он положил различие? Где граница вот эта? Это граница только для нас или это граница для Господа? Или в смысле, Господь создал, не граница для Господь Господа? создал структурированный мир. Он создал мир с границей. Не границы созданы им же. Понимаешь? И мы эти границы не знаем, где они проходят. Почему четко, что мы знаем? Есть вещи, которые принципиально постигаются только умом, а есть, которые постигаются только чувствами. Вот это граница, вот и все. Других границ нет. Нет вещества вообще. Вот сейчас спроси физика. Есть вообще вещество? Вообще ничего нет. Нет. Есть электромагнитные поля, гравитационные поля, там, слабые поля, сильные поля, там, лептонные поля, там, да? Есть нуклоны, да, это завернутые особым образом. Буддисты были правы, что ли? Буддисты были практически правы, только причем правы были именно буддисты Махаяна, а не хиньяна. Ну, Хаяна? Да, с идеей абсолютной пустотности. Но они забыли про личность.
Они забыли про другое. Они забыли, что существование, они говорят, что действительно, если все разложить, то ничего не существует. Потому что нет никакой такой субстанции, которая была бы сама себе твердой, понимаешь? Они в этом правы, но они забыли про то, что есть тот, кто держит над бездной небытия. Все. Поэтому они мир признали несуществующим, потому что они забыли, что есть рука, которая держит мир в бытии, по причастию. Как говорит Филарет Московский, говорил такие слова. Он говорил, что мы висим на алмазном мосте Слова Божия над бездной собственного ничтожества, то есть небытия, под бездной божественной жизни. Вот и все. А здесь дальше Бог вот в этом, вот божественное слово, изначально сотворенное, оно проложило, вот само слово, оно сделало определенные различия. Поэтому различия, оно объективно. Объективно есть духовный мир, объективно есть материальный мир. Да? Отличаются они способом познания, как мы знаем его, так или иначе. То для нас отличается способ познания. Да. Для Бога вообще отличий нет, потому в смысле способа познания. Потому что Бог познает все по-разному. Не варили? Но по структуре для него отличия есть. Не варили? Понимаешь? Да. Потому что он сам эту структуру заложил. Понятно? Ангелы как воспринимают? Ангелы как воспринимают? Чего? Ну вот нас, допустим, и себя. Вот у них какие-то чувства есть свои. То есть, получается, у них... Они умственным образом постигают. Ум способен постигать чувства, на чувственный мир, а чувственный мир не способен постигать умственный. А, То есть как бы обратная связь здесь. То есть нет равенства, понимаешь? Принципиально между миром чувственным постигаемым и умственным постигаемым они неравноценны. Спасибо. Да, но есть, допустим, вот... Так, видите, сейчас тут некоторые лежат. Мы закончим сейчас, помолимся, потом продолжим разговор, чтобы людей, вот эту толпу, которая лежит. Музыкальный, Да, я понял.